Доброго дня, уважаемые стрелки, охотники, как дела? Здорово. Ребята, я сегодня хочу приурочить это видео для начинающих стрелков. Что необходимо для того, чтобы пойти на стенд, какая нужна экипировка, что необходимо для стендовой стрельбы. Первое, ребята, это нужны будут обязательно ружье обязательно, это надо будет, без ружья вообще невозможно. Патроны нужны будут. Вот. Второе, это у нас кепка. Кепка нам что она обеспечивает? Именно вот эта часть козырька, она обеспечивает, чтобы лучи солнца, чтобы они не преломляли зрение. Очки, обязательно нужны очки, любые очки нужны, ребята, для того, чтобы солнце. Вот. Есть разные стрелковые очки, которые увеличивают, делают мишень более-менее контрастной, но это уже как бы специфика своя. Обязательно нужен жилет. Жилет, ребята, нужен. Жилет. Для чего нужен жилет? Жилет необходим, ребята, для того, чтобы можно было ложить патроны в левый, в правый карман, как удобно, например. Вот. Жилет, он не должен быть сильно обтягивающим, но он должен быть чуть-чуть, как бы, нежелательно, чтобы он висел на вас. Желательно, чтобы он держал вот ваш корсет четко для стрельбы. И он еще обеспечивает. Есть некоторые жилеты, которые дают такую линию, где в некоторых стендовых дисциплинах ружье заряжено, ставить вот эту вот гребень на эту полосу, ребята. Жилет не обязательное требование в стендовой стрельбе, но он очень как бы уравновешивает, дисциплинирует стрелка для того, чтобы стрелок одел полную шляпу, скажем так, не пожарного там или медика или какого-нибудь полицейского, а именно как бы, что он находится на стенде в качестве стрелка. Вот. Обязательно нужны наушники, ребята. Я наушники использую вот такого формата. Это обычные наушники AirPods, скажем так, да. Мне их хватает для того, чтобы полностью заглушить звук снаружи. Но в основном люди используют наушники. Вот. Наушники нужны, ребята, достаточно комфортные, чтобы не сильно стягивало дужку, не перекрывало вот эти вены в головном полушарии. И чтобы это было комфортно, когда человек, допустим, скидывает, вот, чтобы не ударялось об корпус наушника. Вот, для любителей, тех, кто носит вот такие всякие разные заглушки для ушей. И они, я их не рекламирую, здесь раз на раз и приходится, кому-то хорошо, кому-то не совсем полезно, но я их ношу, потому что у меня уши не потеют сами по себе, и мне это как бы эффективно. Вот, еще некоторые моменты, ребята, очень важно, чтобы, допустим, носки, какая-то часть одежды, которая не видна, бывают носки, которые очень сильно стягивают вот эти части, прямо, я не знаю, неудобно аж бывает, после соревнований хочется снять обувь, выкинуть, снять носки и продохнуть, выдохнуть, чтобы стопы полностью отдохнули. Вот. Все легко должно быть, комфортно, нигде не должно жать, где-то что-то должно мешать. И еще момент, это вот такая вот подножка, кожаная, добрая моя подножка, которая со мной уже больше 15 лет, плюс-минус, находится, вся уже затерлась. Она нужна для того, чтобы можно было ставить ружье на подножку, не держать его, допустим, в руках или куда-то ложить, кому-то удобно ложить, но это как бы вот подножка, она нужна для того, чтобы дисциплинировать стрелка в части цикла. Допустим, стрельнул, поставил и обнулился. Вот такая данная экипировка, ребята, что касается экипировки, чтобы я мог добавить. И обязательно, ребята, в части экипировки входит очень много всяких разных приспособлений, я уже не буду говорить. Дальше это
допустим, теплая одежда, если это в межсезонье, там весна, осень, обязательно надо, чтобы ноги не намокали. Чтобы, допустим, какой-то пуховичок такой был, сантиметровый, такой не тяжелый, чтобы это было, чтобы не так холодно было, чтобы не так запотевало внутри все это, данная экипировка. И вся эта экипировка, ребят, связана с тем, чтобы, в моем понимании, чтобы не было какого-то оттягивающего, да, оттягивающего какого-то внимания, да, что-то там мешает, там, я не знаю, то, что может мешать стрельбе, ребят, мешать стрельбе, потому что больше всего нам нужно сфокусироваться на мишени, ребят. Вот данная задача, чтобы это было все удобно, практично и применимо. Ну что, ребят, если было полезно, ставьте лайк. Всего доброго, до скорой встречи.